За плечами Андрея Крикуненко госслужба в строительных ведомствах Нижегородской и Самарской областей. Работа в госкорпорации «Олимпстрой». Поменять юг на север не боялся. Все детство провел неподалеку от Коми в Ханты-Мансийском округе. Так что климат похожий, а погода даже приятно удивляет. Позади несколько выездов на объекты. Результатами делится в соцсети. Вы говорили, что вы за современный формат работы, видеосвязь практикуете, да, Инстаграм завели. Кстати, вот для чего Инстаграм? Так быстрее обмен информацией происходит. Я за то, чтобы, как сказать, люди работали. Их можно вызвать на видеосвязь, пообщаться с ними, не отрывая их от работы. Это правильно. Стройплощадка школы на 1200 мест. С этим объектом Крикуненко познакомился, навел справки о подрядчике из Калуги и взял работу под личный контроль. А осталось, в общем-то, немного. Закончить установку инженерных сетей и благоустроить территорию. В списке тех апрельских поручений главы Коми Сергея Гапликова, за реализацию которых отвечает Андрей Крикуненко, подготовка проекта нового здания под республиканскую инфекционную больницу, расселение из аварийного жилья. Министр призывает следовать положительному опыту других субъектов. Идея, привезенная из Самары, создать при Минстрое единую структуру, отвечающую за застройку территорий. Региональный оператор поможет бизнесу и муниципалитетам. Плюс город, наконец, не будет страдать от точечной застройки. Он выкупает, либо делает пятачок, куда это все переселяет, подготавливает полностью территорию, подводит сети, расселяет, делает, так сказать, эскизный проект, что там может быть, со всеми требованиями, со всеми этими, либо сам строит, либо продает это на рынок. Пока стоят приоритетными те задачи, которые именно на сегодняшний день, я думаю, мы будем этим заниматься в следующий год, потому что в следующем году также изменится правило по 214 ФЗ, это по дольщикам все будет через эскроу счета. Пока эта система как раз будет налаживаться, у нас будет время, грубо говоря, поработать с фондом, с территорией. В ведении нового руководителя и строящаяся магистраль до Нарьян-Мара. Не так давно из-за огромных расходов для Коми было решено передать ее в федеральную собственность. Андрей Крикуненко заверяет, процесс запущен. Там есть, как сказать, требования, которые надо пройти. Собственно, мы планируем в 2019 году, есть контракт заключен, поставить их на кадастровый учет. В 2019 году попробовать хоть какой-то, так скажем, участочек передать уже в федеральную собственность. Это пока, естественно, планы, надеюсь, что они у нас получатся. Но вот и 2020 год, надеемся, что уже будет. Если в 2019 хорошо пройдет, я имею в виду, передадим, поймем как, то либо частями, либо всеми будем передавать. Как удержать молодежь в регионе? Вопрос далеко не в компетенции нового руководителя Минстроя. Однако инструмент для решения проблемы есть. Нужно обеспечить территорию инфраструктурой, причем уделить внимание мелочам. Люди должны видеть старательный подход. Помните, до этого Райкина? Да? К рукавам вопросы есть? Нет. К пуговицам? Нет. Но в целом, допустим, те же самые детские площадки. Но почему их нельзя сделать с нормальным покрытием? Почему там песок, земля? Это не так дорого. Это вот именно такие дальше, вот это набережная, да. Почему там нельзя сделать спортивные площадки? Сделай одну-две закрытые спортивные площадки, имеется в виду все таки металлические, вот сейчас современные. Когда сдадим стадион, он же будет большой, он же будет универсальный, как, собственно, глава поручила разрабатывать такую концепцию. Там можно будет проводить все и массовые мероприятия, и спортивные, и массовые мероприятия. Может быть, он тоже заиграет. Он должен заиграть. В том же Сочи, где 10 лет назад Андрей Крикуненко внес лепту в подготовку страны к Олимпиаде, сегодня объекты не простаивают, а работают, причем с бешеной нагрузкой. В этом Крикуненко убедился лично. Был в Сочи в прошлом году и в этом году, и был приятно удивлен. Там загрузка, по-моему, бешеная. И в части того, что той инфраструктура, которая сложилась, в части, допустим, Олимпийский парк, либо горная часть, которая была, там, поток, я был на майских праздниках, но уже и тогда, как бы не сезон, да, но уже столько людей. Что уж говорить о крупнейшей в Коми ледовой арене. Дворец примет чемпионат мира по хоккею, а дальше сможет выполнять роль первого в республике экспоцентра. Сейчас он уже в стадии разработки. Занимаясь рабочими делами, Андрей Крикуненко помнит и о делах насущных. В ближайших планах перевести семью на новое, постоянное место жительства. Таисия Жакова, Алексей Паршуков, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.